Итак, песня «Индейцы». Откуда она вообще взялась? Изначально был сперва текст, то есть он был написан под впечатлением от политических событий, когда я узнала, что леса в Сибири, в нашей родной Сибири, в России распиливают, продают, и там вообще какой-то ужас происходит. То есть отпилили половину страны, и мы дальше скачем, ничего не замечаем. Вот. Я когда об этом узнала, у меня просто слезы на глазах появились, потому что я реально ощутила себя... Мы тогда еще слушали как раз индейские напевы, прям, этнические. В машине сидели, слушали, и я узнала вот эту вещь. И у меня просто вот эта вот картинка возникла, что так мы вот эти индейцы и есть в резервациях. С нами делают, что хотят. Уничтожают вообще генофонд, вот эта алкоголизация, нищета. Тут леса продали, и все, а мы сидим, и ничего не замечаем. Вот. И мне так стало от этого больно, и родились вот эти стихи о том, то есть там две темы, это вымирание нации, то есть эта песня как раз именно про Россию. Вот, вымирание нации, деградация и распил земли. Как из крана, суровые законы без обмана, для тех, кто не успел закрыть глаза. Раздетые по пояс и босые танцуют на снегу мои индейцы. Какое повторение истории рыдает в резервациях Сибирь. Кишок моих разорванных по полю не хватит для защиты от пожара, от взрыва разлетающихся бомб. Сломался мир, да кто ж его починит? Никто не смотрит речи президента, никто не видит засланной дороги. Танцуют уже синие индейцы. Вот на самом деле песни это реально молитвы.
вообще-то, да. И если вот смотреть на современный мир, вот, как бы мы же поем песню, да, мы потом ее поем в голове, и это как бы вот эта мыслеформа, она крутится, и это настройка на вообще на жизнь, да, получается. И в основном, что сейчас слушают? Два притопа, сиськи, письки, трусы, короче, да. Я драл кошек, там, не знаю. И как бы человек вот молится вот этому в итоге, да. И что мы получаем в итоге? Как бы, а это поколение, которое будет, ну, как бы будущее страны формировать, да. И вот эти люди, они молятся вот этому человеку, который дерет кошек. И поэтому я считаю, что вообще-то для музыкантов это большая ответственность, что они поют и что они пишут. И хорошо ли спят вообще вот эти люди, которые про вот эти вот вещи, да, пишут? Вот я просто полагаю, что как бы Настя, ну, честна с собой, и у нее есть эта ответственность, что она, ну, как бы делает вещи, ну, честные и ну, настоящие, да, то, что на самом деле важно для нас. И сердце болит, и под сердцем болит. Вижу милого своего, ничего не говорит. Ох, как тяжело в гору подниматься. Еще тяжелей с милым расставаться. Вот идут наши ухажеры. Половина шантрапада, половина воры. Раздайтесь, разойдитесь. Дайте, дайте ходику веселому народику. Сама садик я садила, сама буду поливать. Сама милого любила, сама буду забывать. Ой, да-да-да-да-да-да-да.
Итак, сейчас мы находимся в месте, которое называется Oldwood Garage. Это творческое место для моей семьи, моих друзей и всего города, который любит заниматься всякими творческими вещами. Тут мы пьем чай. Вот. И здесь локация Бати. Он делает здесь татухи. То есть тут у него вот эскизы всякие. Столик для истязаний. Здесь у нас зона для концертов. Тут мы ставим свет. Инструменты, музыку, выступают у нас артисты. Было уже пару концертов. Мы находимся на Красноармейской, 283. Третий этаж. Вот, и всех ждем. Здесь классно, можно выражаться абсолютно всем людям, прийти, придумать что-то свое, предложить. Вот, мы открыты, мы за любой движ. Есть понимание высшей силы для меня. То есть это... У каждого он свой, у кого-то это просто сгусток энергии, у кого-то это Будда, у кого-то Аллах, у кого-то Бог Иисус и так далее. Вот. Для меня это Отец. Вот. Отец, который дает силу. И кроме него эту силу дать никто не может. Вот. И найти в себе вот это ощущение единения с Отцом в каждом дне. Как это достигается? Путем созерцания природы, путем творения, путем разговоров с вот этой высшей силой. Как бы, ну вот это, наверное, все и присутствует во мне. У каждого по-своему это проявляется. Но во мне вот так, да. То есть я творю, я чувствую, что он творец, я творец. Как бы в этом мы похожи, это нас объединяет. И я чувствую в этом силу, я этим как бы подкрепляюсь. Засвистели